Или подожди. Понятно. Сейчас посмотри. Да. Сюда? Я думаю, и так. Типа, это только для нас, ну. Вот, все. Отже. Два человека На смотрят. сатив попробуй поставить. На что? На сатив. Давай попробуем. Где сатив-то? Дмитрий, у нас сатив? Я не знаю. Что вы? Так, смотри. А сторис? Я буду. Что ты красотаж? Мурашка похожа. Реально.
Там, коротше. Там, коротше, Ну скажешь, стоп, поставлю, стоп. Он по сценарию, смотри, что ты идешь.
Сбегова Саина. Участница номер 2, ученица 11 класса. Участница под номером 3, ученица 11 Б класса Бугаева Анна. Участница под номером 4, ученица 11 Д класса. Участница под номером 5, ученица 11 Д класса Евгения Полина. Ученица 11 Е класса Львова Анжела. Пожелайте приятной ночи. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале на конкурсе красоты и таланта «Мисс Выпуск 2020». Обойдем его мы, Анна. И Павел. Профессионалы утверждают, что конкурс красоты – это шоу, обреченное на успех. Это необыкновенное, удивительное зрелище, потому что красота сама по себе явление удивительное и необыкновенное. Тысячи ее осколков разбросаны по всему свету. Они в первых лучах солнца, в пене прибрежных морских волн, в улыбке человека в вашей душе. Сегодня вы станете свидетелями удивительного события. На ваших глазах будет избрана самая красивая, самая грациозная, самая творческая и обаятельная выпускница 2020 года. На нашем празднике присутствуют почетные гости. Разрешите представить честных и беспристрастных членов жюри. Председатель жюри, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Семенов Анатолий Аскалонович. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Цвиль Ирина Сергеевна. Популярный певец и танцор якутской эстрады Эрхан. Мисс Якутия 2012 года, финалистка Мисс Россия 2013, топ-30, Мисс Model of the World 2014 года Наталья Ольцева. Спонсором нашего сегодняшнего мероприятия является модельная листа Taya Models, Салон вечерних выпускных свадебных платьев Анна, кинотеатр Cinema Center, кинотеатр Центральный, цветочный центр Букет Опт, магазин спортивной одежды Be Real, салон красоты Gaia Beauty, языковой центр Интенсус, школа восточных языков Востоковед, кондитерская мастерская Марии Столярчик, книжный интернет-магазин Кити ЕКТ, Анжелика Костева Nails, магазин экопродуктов Вейстелс. медиацентр 31 кадр. Итак, настало время перейти к первому этапу нашего мероприятия «Визитка плюс талант». Мы решили совместить эти два этапа. Главная задача наших участников – рассказать о себе, сделать это лаконично, информативно, а самое главное – творчески. Под бурные аплодисменты приглашаем на сцену первую участницу, ученицу 11 А класса Избекову Саину. Я Избекова Саина Алексеевна. Хочу рассказать о себе, о своей жизни. Сначала расскажу о родителях. Мама родом из Султанского Дуса, а папа из Усть-Атанского. Так вот, я активистка молодежной организации «Тюмень-Сумки». Работаю официанткой в комбинате питания «Циркуляр». Веду здоровый образ жизни. Занимаюсь боксом и легкой атлетикой. Я сильный и смелый человек. Мои качества. Доброта, отзывчивость, дисциплинированность и целеустремленность. Благодарна судьбе за предоставленную
и уверена, что конкурс станет для меня незабываемым. Я потому ученица 11 Б-класса Иванова Селена. Добрый вечер, уважаемые жюри, учителя, гости этого замечательного вечера. Перед началом своей творческой видеовизитки я хочу вам пожелать замечательно провести этот вечер. А сейчас внимание на экран и приятного вам просмотра. Интересно, чей это телефон? Какой-то он старый. Может, он включается? О, работает! Зайду-ка я в галерею. Что за видео? Я ученица физико-математического 11 Б-класса средней общеобразовательной школы номер 31. Здесь я приобрела друзей, которые являются мне поддержкой и опорой во всем. Они всегда придают мне силы и добавляют в мою жизнь яркие краски. Благодаря своим учителям я поняла, что хочу связать свое будущее с профессией учитель. Смотря на своих учителей, в их умении передать знания другому и в умении делать трудные вещи легкими, я стремлюсь стать таким же учителем для своих будущих учеников. В своей школе являюсь лидером детского общественного объединения «Алые паруса». В 7 классе открыла в себе лидерские качества, которые по сей день делают меня лучше. Я творческая личность. У меня есть свои взгляды на жизнь, и я живу, танцуя и радуясь жизни, во что бы то ни стало. Благодаря своим наставникам, которые увидели во мне ораторские способности,
Я уже который год веду различные мероприятия, как в школе, так и за ее пределами. Каждый год летом я работаю в лагере имени Каландрашвили, где и состою в педагогическом отряде «Штурманы детства». Лагерь для меня – это состояние души, радости и возможности для новых открытий и свершений. Вожатый – это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Во все времена вожатый детского лагеря будет профессией птицы. Спорт занимает важную роль в моей жизни. Для меня спорт – это движение, достижение результата, укрепление здоровья. Он помогает мне преодолевать мои слабости, формирует мой характер и помогает становиться более сильной и уверенной. Ведь уверенность – это незаменимое качество для достижения своих поставленных целей. А цель – это нечто большее, чем мечта. А мечта – это желание конкретного счастья. Семья – это самое дорогое, что есть в моей жизни. Я бесконечно счастлива, что у меня есть любящая семья. Мои родные всегда готовы поддержать меня в трудную минуту и дать мудрый совет. Благодаря тому, что в нашей семье царит всегда мир и покой, взаимопонимание, уважение и почет каждому, я стою твердо на ногах и уверена в завтрашнем дне. Для меня семья – это место, куда я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои родные и близкие всегда меня ждут и любят. Моя семья – это моя опора. Моя семья – это моя крепость. Она была умной, закончила школу и получила диплом. Была хорошим спортсменом и призером во многих соревнованиях. Я знаю, кто это. Бабушка, бабушка. Бабушка. Это ты, та самая красивая, спортивная, умная, активная девушка из видео? Ты открыл уже мой подарок? Да, дорогой, это я, вся моя прекрасная школьная жизнь. Этим подарком я хочу тебе сказать, что нужно наслаждаться жизнью и наполнять ее яркими красками, чтобы жизнь была прожита не зря. Давайте вспомним тех, кто нас всему учил, кто с самых первых дней незримо рядом был, кто рядом с нами шел, и тех, кто не предал. Когда нам было трудно, кто еще нам подставлял. Давайте вспомним тех, кого сегодня нет, кто, уходя от нас, оставил в сердце яркий свет. Кого, кто нас забыл, и тех, кто любит нас. Давайте вспомним всех, сегодня и сейчас. Я не понимаю. Отключи мне. Давайте вспомним тех,
Давайте вспомним всех. Сегодня и сейчас. Группа Disco Dolls. Проводим бурными аплодисментами. Встречаем участницу под номером 3, ученицу 11 В класса Бугаеву Анну. Считаю глупым и нескромным пытаться рассказать сейчас вам о том, какая я потрясающая. В очень непростой жизненный период меня ломало отсутствие на этот, казалось бы, легкий вопрос. Когда ты молод и свободен, перед тобой открыты все двери, требуется лишь один шаг — сделать выбор. И уверенно следовать своему выбору с одной лишь целью — быть счастливым человеком. Все мы своего рода ангелы-хранители, давшие клятву и получившие крылья. Но взамен мы должны дарить свое тепло окружающим. Хранители моего тепла — мои родные и близкие люди. Источник моей энергии — маленькая империя Disco Dolls, а поддержка — мой любимый класс. Счастье — радоваться всем мелочам и быть открытой миру. Счастье — оно здесь и сейчас. Но кто же я? Я — счастливый человек, сделавший правильный выбор. Я не ошибусь, если скажу, что моя жизнь словно сказка.
весны. За горизонтом мчатся вдаль, куда уходят корабли. Мне найти бы в океане островок своей мечты. Тот беспечный рай, где нет безумной суеты. Когда мгновение ты погиб, и тихий качели скрип. Встречу любой в этот час. Окунувшись в сказку, потерялась в ней. Для меня теперь всего важней лишь продлить короткое мгновение. И пусть я таю, как весенний снег, так это для того, чтобы сквозь него взошли цветы и глянули наверх. И я сама не знаю, как во мне вмещаются и солнце, и луна, и тающий весенний грустный снег, и ранняя прекрасная весна. Падение — это маленький успех, ведь крылья вырастают на лету. Я поражен твоей глубиной, я ослеплен волшебным танцем. Ты не против? Танец несравненно. Если часто любит кружиться, танец может постепенно в смысл жизни превратиться. Gotta leave and start the healing. Going move like that, I just wanna stay. Oh, what have I become? Looking into your phone, love to you is just a game. Look what I have done, telling all the numbers, oh yeah, I do want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shit, all that I'm up with my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure, I'm up with my love will keep you up tonight. Tell me how do you Я спешу, возьми носки, только обещай, что ты найдешь меня в границе цветов. Обещай, до встречи! Визитная карточка, творческий номер Бугаевой Анны, 11 класс. А мы встречаем участницу под номером 4, ученицу 11 класса Петрову Викторию. Одной из самых значимых ценностей нашей жизни является время. Оно готовит испытания, через которые каждый должен пройти, ставит перед выбором выстоять или сломаться, стать сильнее или упасть. Ненависть, страх, гордость — все это загоняет в ловушку то светлое и чистое, что есть в нас. У каждого из нас своя история. Мы сами выбираем путь, каким бы он ни был, сложным или простым. На сегодняшний день главный пункт
моей жизни – это реализация мыслей и идей, движение только вперед, не оглядываясь в прошлое. День за днем спешу навстречу к новому и неизведанному, ведь это и есть та самая наша настоящая жизнь. Помогать, ничего не ожидать взамен и оставаться человеком при любых обстоятельствах. Время не вернешь никогда. Ты даже не знаешь, сколько его у тебя осталось. Природа – один из источников силы человека. Она помогает в восстановлению, а затем понять и передаваться, помогает на пути и заветами себе. Пропустите свое время и на то, чтобы сделать себя лучше, нет прошлого или будущего, есть только настоящее. А сейчас встречаем участницу под номером 5, ученица 11 Д класса Яныкина Полина.
я хотела бы немного вам рассказать о себе. Меня зовут Полина, я учусь в 11 Д в педагогическом классе. Учусь я там, потому что свою жизнь я хотела бы связать с психологией и помогать людям. Про свое хобби я могу сказать, что, наверное, у меня его нет, потому что КВН это не хобби, КВН это стиль жизни. У меня небольшая, но очень любящая и дружная семья, которая помогает мне во всем. Мама, папа и старший брат, который является во многом моей поддержкой. Также у нас и собачка Тая, которая неотъемлемая часть всей нашей жизни и нашей семьи. Про себя я могу, наверное, сказать, что я очень дружелюбная и общительная. У меня очень много друзей и знакомых, и именно поэтому я попросила их рассказать немного обо мне. Поля очень трудолюбивая и доброжелательная, и при этом у нее очень сильный характер. Вот. И еще она милая. Полина очень женственная и милая, и в тот же момент она умеет постоять за себя и своих друзей. Вот что мне нравится в ней. Полина — это тот человек, который всегда поможет в трудные минуты, даст совет. Она очень веселая, понимающая, красивая. Полина, твои люди всегда с тобой. Она красивая, милая, добрая, всегда делится шоколадками и отличная конкурентка. Я могу сказать, что Полина очень ответственный и целеустремленный человек. Она всегда достигает своих целей и доводит все дела до конца. Также никогда не бросит друзей в беде и поможет им. Приветствую всех зрителей. Спасибо огромное за поддержку. И хотела бы сказать, что я пока только начинаю учиться играть на пианино. И хотела бы сыграть вам самую маленький отрывок одной из мелодий. Это была Евгения Полина, 11 класс. А мы встречаем последнюю участницу, ученицу 11 Е-класса, Львову Анжелу. Добрый вечер, уважаемые зрители и жюри. У каждого из нас своя история. И день за днем мы наполняем ее новыми событиями и выбираем путь, который хотим стоять. Сложный, тернистый и просто
каким не был бы сценарий нашей жизни, мы пишем его сами. Я, Львова Анжела, ученица 11 класса. В этом видео хочу рассказать немножко о себе. Я целеустремленная, прямолинейная, харизматичная, дружелюбная, творчески интересная личность. Я принципиальная, имею себя и свое мнение, которому я придерживаюсь. Хочу сказать, что моя жизнь очень насыщена. Прежде всего, это череда или веселая. Я не заложница моего образа, но немного импонация. С детства я очень любила танцевать, и в 7 лет мама отдала меня на танцы. Вот уже как 11 лет я состою в ансамбле современного танца «Теплекс». Танцы – это неотъемлемая часть моей жизни, это язык души, крик, который иногда вырывается наружу. В танцах я черпаю вдохновение и растворяюсь. Я люблю сцену, люблю дарить улыбку, танцуя на сцене, я получаю огромное удовольствие. Каждый взгляд из зала проходит мелко дрожью по моему телу. Эти моменты делают меня по-настоящему счастливой. И время будто замирает. На сегодняшний день я не представляю свою жизнь без танцев. Помимо этого я хожу на гимнастику, всегда поддерживаю свою слежу за своим здоровьем и посещаю фитнес-клуб. Я благодарна своей маме, что она нашла по жизни мое любимое хобби. В 14 лет у меня появилось дикое желание научиться водить машину. И вот месяц назад я стала на права. В данный момент я живу в Совершенном Виде для получения прав. Семья – это главное в моей жизни. И так, думаю, должно быть всегда. Очень важно, чтобы у человека была добрая, ласковая семья, чтобы ты всегда мог найти поддержку и любовь. Я очень люблю свою семью и не представляю свою жизнь без них. Когда мне хочется отвлечься от всех дел и прочей суеты, мы с друзьями собираемся все вместе. Друзья меня в минуту поддержу, и если надо будет, буду рядом. Я их очень люблю и ценю. Бывает такое, что я хочу побыть одной в спокойствии и умиротворении. Я люблю домашнюю атмосферу и уют. Помимо этого, я очень люблю готовить кушать. Конечно, все не так сказочно, как могло показаться. Совсем скоро состоится единый государственный экзамен, и я к этому тщательно готовлюсь, чтобы набрать хороший балл. Я думаю, что я уже определилась в своей будущей профессии. Моя мечта и цель – стать стюардессой. Семью мы часто путешествуем и летаем на самолете. Когда я была маленькая, я впервые увидела стюардессу на борту самолета. И не отводила с нее глаз. Мне нравились ее движения и действия, то, как она общается с своими пассажирами. Прежде всего, мне кажется, что это очень интересная специальность.
Ведь у меня будет множество прекрасных возможностей посмотреть мир. Культура разных стран, их жизнь, быт, традиции – это невероятно интересно для меня. Для этого я усиленно занимаюсь изучением иностранных языков. Я уверена, что моя мечта осуществится в реальность, и я стану стюардессой профессионального уровня. Ведь моя формула успеха по жизни – вижу цель, не вижу препятствий. В конце хочу сказать вам: живите в свое удовольствие, делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете. Ловите моменты и радуйтесь ночи. Это ваша жизнь, и все в ваших руках. Всем желаю нового настроения, а участницы удачи.